А я представляю нашего следующего специалиста. Это Савельева Галина Сергеевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института истории, языка и литературы Коми научного центра УРО РАН. Ага, Галина Сергеевна, вам слово. Здравствуйте всем. Ну, сначала, наверное, поздравлю с прошедшим праздником, Днем Защитника Отечества. Ну и сразу скажу, что мало, наверное, кто из слушателей знает, что 23 февраля – это Харлампиев день, который почитался, и у Коми тоже почитался как покровитель скота, а сегодня Власьев день. Это тоже один из почитаемых и у Коми святых, к которому тоже обращались по поводу каких-то проблем со скотиной. Вот. И кроме того, сейчас началась первая подготовительная неделя к Масленице, к Великому посту. Вот, Масленица уже будет меньше, чем 3 недели осталось до Масленицы. Так, ну, обо всем об этом мы будем говорить подробно сегодня. И, значит, еще пару слов скажу о том, что календарь записывался в 20 веке, когда еще сохранялась традиция в большинстве своем. В советские годы практически не записывался. И целенаправленный сбор материала по календарю начинается где-то вот в конце 80-х годов. Вот. Это материалы экспедиций уже нашего поколения, которые хранятся в 3 основных архивах. Это фольклорный архив Сыктывкарского государственного университета, аудио- и видеоматериалы в первую очередь, фольклорный фонд нашего института, Института языка, литературы и истории, тоже аудио- и видеозаписи, и научный архив Коми научного центра. Там хранятся экспедиционные отчеты фольклористов, этнографов и тоже, в общем-то, единичные или если подробные описания каких-то отдельных обрядовых элементов, вот хранятся там, 3 основных архива. Я работаю в фольклорном фонде как раз Института языка, литературы и истории, и я это вам говорю для того, чтобы, если какие-то будут пожелания и вопросы, то можно всегда с нами связаться, со мной связаться, и я помогу вам с подбором материала, аудиозаписями, видеозаписями. Ну, собственно, со многими районами мы активно контактируем. Это и Визинга, Усть-Вым. В прошлом году было очень много заявок и так далее. Мы копируем какие-то аудиоматериалы, песенный фольклор в основном. Так, ну а теперь перейдем непосредственно к календарю. Очень коротко об общей системе церковного календаря, на которой была ориентирована и будничная, и хозяйственная, и праздничная жизнь. Ну, во-первых, это подвижные и неподвижные праздники. Поскольку праздник Пасхи для каждого года имеет разную дату, то и все праздники с ним связаны, и также имеют подвижную переходящую дату. Преполовенье, Вознесение, Троица, ну и другие. Христианские праздники по важности воспоминаемых церковью событий разделяются на великие, средние и малые. К великим праздникам относятся двунадесятые, в переводе церковнославянского означает 12, и некоторые не двунадесятые, а также праздники в честь святых. Храмовые престольные праздники – это местные праздники, отмечаемые в дни освящения храмов или дни воспоминаний событий и святых, в честь которых устроены храмы в том или ином селе, а также празднование в честь особо почитаемых икон, в первую очередь Божьей Матери, Владимирской, Тихвинской, Казанской, Смоленской. Еще одной точкой отсчета календарных событий является система постов. Это однодневные среда, пятница, Иван пост на 11 сентября и Воздвижение. И 4 многодневных поста – Великий, Петров, Успенский и Рождественский. Как и у многих народов, у Коми в прошлом существовала соотнесенность понятия праздник с особым сакральным временем, обозначавшимся словом «веже», «святой». Это сохранилось и в обозначении святок «веже», «вежедыр», поста «веже», «виджим», и в слове недели «вежон», «вежелун», «святой день» буквально, первоначально обозначавшим воскресенье. У прилузских Коми сохранилось русское слово «неделя» в исходном церковном значении «воскресенье», как праздный день, противопоставленный будням, неделя от «не делать».
Какое видео? Нет, не видео, вордовский. Мордовский. Мгм. Сейчас. Секундочку. Начинаем с вордовских. Первый. Соответственно, кануны всех больших праздников и воскресных дней могли называться Вежа-Рыт, Святой вечер. И на них накладывались различные запреты и ограничения. Например, в праздники никогда не работали, в воскресные дни не работали, в субботу в баню сходят, в воскресенье так приходили, без работы сидеть. Ну, тут речь о гостевании идет. Говорили, воскресенье самый большой праздник, потому что Иисус Христос воскрес. Дрова в воскресенье не кололи, лучину заранее не делали. Соотнесенных субботних дней свежий лун дополняется особо отмечаемыми родительскими субботами. Родитель лун, общими поминальными днями. Троицкая суббота, Покровская, Дмитриевская и Великопостная. В некоторых районах, например, на Верхней Выче, где все поминальные дни могли называться суббот лун, в том числе и Радульница, которая приходилась, как вы знаете, которая приходилась на вторник, 9-й день после Пасхи. Родительская Пасха или Пасха мертвых. В целом, в конце 19-го, начале 20 века традиционный праздничный круг Коми соответствовал системе севернорусских общинных праздников. Храмовые престольные праздники, Пасха, Двунадесятые, Рождество Христово, Крещение, Сретение, Благовещение, Вербное воскресенье, Вознесение и так далее. Святки, Вежа-Вежа-Дыр, Масленица, Ев-Выв, Ев-Вежен, заветные праздники, заветный и обетный, отмечаемый всем селом. Особое место в календарной системе занимали даты, которым были приурочены различные религиозно-магические обряды. Освящение скота, обход территории и так далее. В маленьких населенных пунктах, не имеющих своего священника, храмовым или часовенным праздникам могли приурачиваться обходы домов священниками, традиционно проходившие в рождественскую и пасхальную недели. Ну вот приведу один из примеров. К Пречистой храм праздник попа на лодке привозили 3 дня. 3 дня, может, поднимали вверх по течению. Они, наверное, и расплачивались. Сначала в часовне служит, поет, потом в каждый дом ходит. Поет поименно, нимьесто качествовое. Псалтырь, Евангелие читает, всей семьей стоим, слушаем. Значимые для традиции праздники выделялись и особым материальным оформлением, касающимся и жилища, и одежды, и пищи. Смысл всеобщего очищения носили и баня, и обязательная уборка жилища накануне праздника. Перед каждым праздником мыли полы, скребли набело, стелили солому. Помимо мытья избы, приуроченного к престольным праздникам, раз в году проводились помощи, кивиш, на которых женщины по очереди проводили генеральную уборку в домах. Как правило, такие годовые волгогерщие уборки были приурочены к Пасхе. К этому празднику, как правило, переходили из зимней избы в летнюю. На Ижме подобные помощи устраивали весной, после заготовки дров. 1-3 дня собирались несколько женщин, волгогер щеняется ниртом, годовую грязь оттирать. Главные деревенские праздники соотносились прежде всего взаимной гостьбой жителей соседних поселений. На Вашке такие праздники назывались езженный праздник. Ну, соответственно, от слова «ездить». В число подобных гостевых дней могли включаться храмовые, заветные праздники, особо почитаемые летние церковные праздники, которым часто приурачивались молодежные игрища. Как правило, на праздник могли приходить все желающие, и взаимное посещение родственников могло значительно расширять ареал праздника, поскольку на них съезжались родственники из отдаленных мест. Традиционно храмовый праздник отмечался 2-3 дня, однако в селах, состоящих из многих деревень, праздник мог длиться и дольше, переходя из одной деревни в другую. Вот, например, первый репортаж в селе Куратово, село большое, и на той стороне еще село Заречье, и вот такое описание. В Иванов день праздник был в деревне Мом.
На Иванов день у колодца в деревянных чанах варили сур. Праздновали 4 дня. У нас здесь 42 деревни было, 8 деревень, здесь был колхоз «Красная деревня». Праздновали первый день Ивангу, второй день Заречья, потом вдал, до 4 дней праздновали. Иногда престольные праздники одного села сливались с праздниками других сел округи. Вот, например, Ягдар Сысольского района. Тихонов день 3 дня праздновали в селе Вотчим. Мыли избы, сур варили, самогон. Первый день в Ягдаре, второй в Вичкадоре, на третий перебирались в Адов. 30 июня заканчивали. А через день по Елдина храмовый праздник. Мы уже, соответственно, ехали туда. Праздничная гостьба проходила по определенному сценарию. Например, в дом заходят, вначале яндовой обносят сур, потом за стол приглашают, обносят одной рюмкой самогона, поют, пляшут, по улице гуляют, одевались нарядно. Вот по-елдински в рабочих одеждах из дома идут, приходят реку и переодеваются в праздничную. Мужчины в вышитых косоворотках, пояса с кисточками, лаковые туфли. Девушки банты завязывали вышитые газовые платки, а рабочую дорожную одежду оставляли у знакомых. Обратно пойдут, опять же за рекой переодеваются. Если праздник пройдет без споров, без драки, значит жизнь будет в деревне лучше. Я еще отступлю, что-то сейчас подумалось. Вот те примеры, которые я вам показываю, это, конечно, переводы. Так они в оригинале все на коме языке. Заветные праздники. Устанавливались всей общины и, появившись, становились важным событием в жизни деревни. Эти праздники были разнородны по происхождению. Эпидемии среди людей или скота, градобитие, пожары и так далее. По времени появления, по степени стабильности, постоянные или временные. Но всех их объединяет 3 основных признака. Они были христианскими по форме, происходили в весеннее и летнее время и возникали по случаю. Память об этих событиях находит свое выражение в местных преданиях, объясняющих появление праздника. Например, описание, зафиксированное на Вашке в селе Пучками. Здесь сначала говорится об индивидуальных обетах, затем приводится предание о общедеревенском обетном празднике. Заветный лун – это когда обещается, тогда завет кладет. А потом кто-то руку сломает или ногу, потом скажут, этот день не работать. Вот несчастье случится какое-нибудь, скажем, и я обещаю, завет пункта. И больше не буду в этот день работать. Это и завет. У нас в один день была буря, непогода. Град и хлеб весь побило, бесколосного Уэллома, бесколосный год был тогда, урожай побило, даже семян не было. И поэтому Илья Лун нам праздник. Илья день вековой праздник. И не работают. Кто помнит, кто сознательный. Никто на работу не выходит. Это давно уже было, я не помню. Речь идет, не помнит, а вот это несчастном случае. Еще один пример. В селе Вашкуре, Карпировский район. Как заветно, здесь отмечался Сергеев день, 18 июля. К крестам ходили, много крестов было, ходили к кресту, Сергиев крест именовали. Это в Сергиев день град выпал, и тогда поставили крест, чтобы молебен делать. И каждый Сергей и Лун к нему поднимались. До гражданской войны еще. Они, дедушка и бабушка сенокоса, возвращались, град с куриное яйцо был, с востока шел. У кого окна были на восток, все стекла побило. И тогда сделался Сергия крест. Это было в Сергиев день. Хлеб и посадки все побило. Это где-то в 1916 году. И пока церковь не закрыли, все ходили к Сергею кресту молебен петь. И когда засуха была, тоже туда ходили. Давайте выйдем с иконами. Снялись, молебен сделали, и дождь пошел, рассказывали. С подобным же событием, повлекшим за собой массовый неурожай, связано появление заветного праздника в селе Ижул этого же района, отмечаемого 15 июля. В этот день варили у ручья сур, за месяц запасались едой. У ручья возле посева стояли кресты, крестным ходом их всех обходили, чтобы такое не повторялось. В этот же день устраивались гостевания и застолья. Не менее частым для летнего периода было и появление обетных праздников, связанных с пожарами. Традиция использовать иконы при пожаре во многих районах сохраняется до сих пор. С помощью иконы отворачивают огонь от остальных домов или строений. К молебнам всем миром прибегали в особо опасных ситуациях. При этом зачастую использовались особо почитаемые в данной местности иконы. Так, с одной из немногих сохранившихся часовен XVIII века в селе Чернутьево Удровского района связана чудотворная икона собора Архангела Михаила. По преданию, она была куплена у бродячего торговца, с которым вначале не сговорились о цене, и он отправился домой. Но, отойдя от деревни на несколько сажен, торговец внезапно ослеп, и только после того, как он обещал отдать икону, к нему вернулось зрение.
В 1885 году в Чернутьево построили новую часовню во имя Архангела Михаила, специально для этой иконы. В июне 1893, почти через 10 лет, во время пожара эта чудотворная икона спасла село. На Михайлов день, 21 ноября, ежегодно к этой к иконе съезжались богомольцы, удаленных за 200 верст мест. В 70-е годы икона была вывезена сотрудниками Ленинградского музея. В качестве примера возникновения особого заветного праздника в связи с пожаром можно также привести традицию празднования Владимирова дня 28 июля в одной из частей села Нюбдино Кировского района и Ильина дня в другой части этого же села. Переход молебна по случаю в разряд заветного праздника связан с представлением об отмоленном дожде, как бы повторяющим то событие, по случаю которого был назначен заветный праздник. Просили у Бога дождь, молились, и дождь пошел, и наладили праздник. И каждый год в этот день дождь бывает. В селе Покчи Троицко-Печорского района подобным обетным праздником, установленным по случаю избавления от пожара, является Прокопьев день. По преданию, покчинские жители дали обет в честь Прокопия, избавившего от пожара, не работать и праздновать 3 дня. Но вскоре забыли об этом. Тогда опять случился пожар, загорелись посевы на полях, опять вышли с образом Прокопия, и пожар удалось потушить. С тех пор этот праздник постоянно праздновали 3 дня. С падежом скота связан заветный праздник в селе Вертеп Ижемского района, Маковей Спас, 14 августа. По сведениям жителей села, в 30-х годах был совершен молебен по этому случаю. В этот день из Краснобурской церкви крестным ходом приходили с иконами в село Вертеп на берег к обетному кресту. По дороге останавливались в 3 местах между деревнями, стояли кресты. Потом шли на берег, там было специальное место, где накануне ставили из парусины палатку. Внутрь ставили иконы, служили молебен, освещали воду, священник окроплял всех присутствующих, брали эту воду с собой. Приносили поминальную еду туда же, готовили кутью к этому случаю. В этот же день утром приносили из леса первые ягоды, и первым ягоды давали пробовать священнику. К подготовке к празднику привлекались дети. Утром их посылали за ягодами и носить воду для освящения. К святым обращались за помощью и покровительством в повседневной крестьянской жизни. Так, к Илье Пророку обращались во время стихий, к хранителю от грома и молнии, Виджи Гымыш Чардыч. Обращались с молитвой: «Илья Великий, свят, свят, Господь Бог Саваоф». Насысали в Ильин день с поля, приносили колосья и выпекали первый хлеб из нового урожая удорских, коми навашки. Илья Пророк считался защитником от медведей. По преданию, в Ильин день случилось массовое нашествие медведей на скот, и только с помощью крестного хода с иконой пророка удалось избавиться от этой напасти. Святой Сергий, огонь дающий, Щетыч, говорили. Первый огонь дал. Когда костер разжигаешь, если не загорается, говорят: святой Сергей, дай огонь. Святый Сергий, Седбиса. А когда печь разжигаю, не говорю. Когда юшку открывали, говорили: святый Сергий, береги, храни от огня и воды. Наша мать приказывала ему молиться, когда открываешь и закрываешь печь, да говоришь: Господи, благослови. Ну, вот святой Сергий бережет от пожара. Важная роль в народном православии отводилась святым, считающимся покровителем домашнего скота. Святой Георгий, святой Флор и Лавр, покровители лошадей, святой Власий, святой Харлампий, покровители коров и многие другие. Соответственно, дни этих святых почитались как праздники, посвященные тому или иному животному. У овец Пекнича Пороскева, а у лошадей весенний Егорий. Это, говорят, лошадиный праздник. Стали попастись на волю. Коровам Власий день, зимой, когда 24 февраля, ничего не делали. В церковь сходят, молебен споют корове, молоко носили у коровы, у кого корова еще доится, это имеется в виду в храм. Когда-то потом Настасья овечья пастушка, святой Настасия. Раньше у нас в церкви большие иконы были, кони бегут, и старик нарисован. На другой стороне был Ласий с длинными волосами. Была икона с овцами, святая Настасья стоит с палкой. Когда Анастасия Лун относили в церковь шерсть, молебен поют, потом шерсть составляли в церкви. К этим святым покровителям обращались во время выгона скота. Когда корову пускают пастись, крестили им лбы и приговаривали:
Святые Власий, святый Модест, святая Анастасия, Харлампия, храните, берегите мою рогатую от всякого зла, от всякой притчи, от грома, от воды, от завидных глаз. 3 раза окрестишь. Харлампий бережет скотину, скотине не забыть сказать. Святой Харлампий, святой Власий, водите скотину, о введении стереги. Апостол Петр является покровителем рыбаков. У Коми в соответствии с днем Петра и Павла оба святых стали восприниматься как одно лицо. Петр и Павел, дающие рыбу. С этого дня начинался летний лов рыбы. Отправляясь на рыбную ловлю, рыбаки приговаривали: «Дай, Петр, Павел, рыбу». А съев первый улов, просили у святых удачи и благополучия на будущее. Господи, Петр, Павел, дай рыбаку здоровья, да рыбы столько пудов фунтов, сколько чешуи да косточек. Пятница Параскева в традиционных представлениях почитается как покровительница женских работ, плодородия и брака. По поверьям, святая не только оказывает покровительство, но может сурово наказать тех, кто ее не чтит. Считается, что она сама страдает душевными и телесными недугами за грехи, совершаемыми всеми женщинами. По традиции, характерной для всего европейского северо-востока, часовни в честь Параскевы Пятницы воздвигались на перекрестках дорог и у источников воды. Одна из таких часовен была построена в начале XVIII века на Вашке в деревне Кривой Наволок, в которой местным праздником считается пятница на первой неделе Петровского поста, или 9-я пятница еще называется. По народным поверьям, в этот день чудотворная икона, хранящаяся в часовне, может принести исцеление больным людям. До настоящего времени здесь сохраняется традиция проведения в этот день крестного хода к речке Кирью. Не менее известным является храмовый праздник Параскевы Пятницы в селе Ипск Кавдинского района, связанный с кладбищенской церковью, построенной в 1846 году. По преданию, икона Параскеви явилась на еле одному местному охотнику. Даже после разрушения церкви туда приходили верующие из разных районов просить исцеления, прежде всего от болезни глаз. По преданию, когда ее церковь разобрали, из-под земли на этом месте потек ключ. Женщине приносили к еле жертвы, платки, шали, даже по воспоминаниям наших информаторов, ватное одеяло, чтобы пикничек Парасковья согрелось. В последние годы этот праздник в селе был возобновлен. Снова стал проводиться крестный ход в день Параскевы Пятницы, но к другому источнику немножко в стороне, возле которого поставлен крест. Память о еле тоже сохраняется. На еле есть иконка, и местные жители ходят и к ней тоже. Сейчас я продемонстрирую небольшой фрагмент экспедиционных записей. Значит, это фрагмент крестного хода, освящение воды, фрагмент, ель с иконой и еще одна версия происхождения целебного источника, которая рассказывает местная школьница, участница крестного хода. Младенцы монахини. Я меня хоть младенцы монахи не фотографируйте. Некрасиво будет смотреться.
Твоей милостью, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твоя, всех нуждах, умиленно приемля слезы, все поборади причеловеки в ради грации, не приведение нас устрашай, но завете истины подавая, и глаголяйте, здрав был еси, к тому не согрешаем, но и от дрения здравы, очи сладел еси, и умытися повелел свету, усилитесь, сокрыл еси словом, сопротивные, власти волны смущая, не тебя се прокладали море искушая, державностное святое прощая волны, сам, чем люблю, дал им нам, книга светлая, одетесь одеждою, от воды же и духа причастием для воды сеем, рождением твоим благословением спасбием, верну страстью омывающую, ей молимся, почти наша блажа немощь, исцели наши недуги душевные, телесные, милостью Твоею, молитвами все пречистые, преблагословенной Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии, силой честного и животворящего креста, Благословение Твое пречистое, Иисусике, исцеление, мучиться Ты бессребреницы, исцеление подавайте всем требующим, яко предели дарование способствуйте преснотекущего источника спаса нашего, глаголе Богом Господь, яко единородитель апостольских, и духом наслаждение чистые, яко Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, силой честна для животворящего креста, молитвами святые великомученицы Параскевы нареченной Пятницы и же молитвенной памяти не совершаем. Всех святых помилует и спасет нас, яко благи человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ну вот, дорогие братья и сестры, послужили мы сегодня с вами божественную литургию, как и полагается. Первая неделя этого поста, месточтимый праздник, наш, чисто ипский такой. Предки наши, примерно 170-180 лет назад, около этих мест построили каменный, белокаменный храм и нарекли в честь Параскевы Пятницы. В семьях мы всегда прибегаем к иконе Святой Великомученицы. Молитвами Святой Великомученицы Параскевы пусть Господь и озарит сердца наши добротою, крепостью и силой тоже хранить веру православную, хранить всех Господь. Ну теперь мы по обычаю
Расскажи. Одной бабушке приснился сон. Ну, что Параскева Пятница пришла к одной бабушке. И она зовет ее. Пойдем, я тебе покажу мой колодец. Оно тебя вылечит от глаз. И она говорит, ну я же ходить не умею это. Ну, ноги А, тоже да, она лечат. парализована была. Это. Она сказала, я тебя вылечу. Пойдем, а утром ты всем покажешь мой источник. Они пошли, выпила эта бабушка воды, и она исцелилась. Фольклорное представление о том или ином, святом, с одной стороны, связано с годовым кругом церковных служб и праздников, с другой – с традиционным, хозяйственным, земледельческим, животноводческим, промысловым и так далее календарем. Особая соотнесенность с природными циклами характерна для праздников летне-осеннего периода. Например, в Полье Микела Лун, 10-е воскресенье по Пасхе, ели сосновую мездру, ли. Это в деревне Полье, Великополье-Усколобского района, здесь об этой деревне идет речь. Праздник там мы угощали, на стол ставили, и у нас тоже приносили, мать ходила. У детей еще не получалось. Утром Петров день всегда ходили за ягодами, тогда неспелую не собирали до Петрова дня, землянику собираем. Прокопьев день, надо малину собирать, первую малину. Репный день, средний спас. У русских яблоки едят, а у нас реп. В такой ситуации народное сознание напрямую связывало образ святого с посвященным ему праздником. Об этом и говорят популярные в народе легенды и рассказы о появлении святого на земле в свой день. Например, рассказ об архангеле Михаиле. Мне было 9 лет, и с отцом навоз вывозили. Михайлов день был. За реку перешли, навоз таскаем. И я в гору поднимаюсь, и навстречу идет мужчина в шинели с яркими пуговицами. И взял вожжи, крест-накрест сделал и говорит: добрая девушка, матери скажи, пусть день Михаила Архангела навоз не возит. Потом вожжи-то перехлестнул, долго еще на спине лошади крест виден был. Я испугалась, без памяти домой лошадь привела, язык потеряла, онемела и память потеряла. Потом мы молебен отслужили, и только тогда память сознания вернулась. И рассказала, когда в сознание пришла матери и всем: скажи матери, что нельзя работать в этот день. Потом после этого мы никогда не работали в этот день. А крест от вожжей на спине лошади долго был еще виден. Вот это младенцу безгрешному показался. Я и говорю, в празднике с навозом возиться – это плохо, это грех. Это было там, на родине, в Чухлыме. А запись сделана в Нившире. Само понятие почитания святого, отнесенное к определенному дню на родине, нередко связывалось с полным или частичным отказом от работы в этот день. Запрет на работу в дни особо почитаемых святых отражается в многочисленных рассказах о Божьем наказании. Эти наказания соотносятся с представлениями о грозных и добрых святых. Например, гром гремит, Илья сердитый, Илья лун сердит, а Микола милостливый, Егорий храбрый тоже сердит, как и Илья, а Микола милостливый, Егорий тоже не работает, тоже стращает всех. Показал кому-то страсть, поэтому и храбрый. К числу сурово наказывающих святых относится и Параскева Пятница, которая почиталась и как целительница глазных болезней, и, соответственно, могла наказать ослеплением. 40 лет назад, в год смерти матери, я дело жертв заостряла, и палка острая в глаз подпрыгнула, и неделю без глаз была, в день пятницы Парасковья работала. Вот Парасковья сердитая оказалась. Не надо было работать, молиться надо, ни в какой праздник работать нельзя, а если работаешь, надо молить. Прости меня. Так, пятница пьяных не любит, в этот праздник всегда кто-нибудь умирал, избивали, например, наказывает. В связи с принятыми запретами и ограничениями в список персонифицированных дней могли включаться и такие даты, как Благовещение и Преображение Господне, именуемое в народе Средним Спасом. Благовещение всегда праздновали, он всегда на одном месте, работать нельзя. Благовещение – большой святой праздник. Вот предание о Среднем Спасе. Средний Спас говорит: я могу человека посередине разорвать.
если будет работать в этот день. Суровость святого или праздника связывалась прежде всего со строгостью возможного наказания за работу в этот день, что воспринималось как оскорбление праздника. Например, стук на щиты поставили, в шерсть спасут, а утром придут, а на месте стуга огромная яма. Застоговали. Средний спас очень большой. У нас был Ярослава прапрадед. Он пошел шерсть спас лун ставить силки, да так и не возвращался, и костей даже не нашли, мама говорила. Противопоставление Грозным святым Николай Угодник считался не только самым милостливым, но и самым влиятельным покровителем многих сфер жизни. Об особом почитании этого святого говорит и тот факт, что в начале XX века на территории Коми края было 22 Никольские церкви, не считая часовен. В народе святой Николай получил многочисленные эпитеты, такие как Микола Скорая Помощь, Микола Милостливый, Микола Угодник, другие. Микола Угодник – это милостивый Микола. Говорят, весной, если корма закончится, Микола хоть бородой она кормит, не даст пропасть. Если до Миколы доживет скотина. Микола батюшка говорил: сено сохраните до моего дня, потом хоть бородой, а прокормлю скотину. У него, говорят, борода очень длинная была. Образ святого Николая чаще других встречается в рассказах о явлении святого на земле. Например, в Ягвыве как-то женщины перебирались на другой берег, клен сеять. И в водовороте стала лошадь тонуть, только голова видна. Откуда-то взялся старик бородатый и говорит: не бойтесь, не печальтесь, лошадь выберется. И лошадь выскочила, вот и говорят, что это Микола Угодник был. Не знаю, может, он сам назвался Миколой, Миколин день не пошли ли он сеять. Как и у русских, в коме фольклора широко представлены сюжеты, в которых этот святой выступает в роли помощника и защитника охотников. У удорских коми в Николин день принято было одаривать выпечкой стариков и вдов со словами «Милостивый Микола дал». Кроме того, Николай Чудотворец известен и как покровитель водной стихии, что связано с его житийными чудесами. Так, например, в Усть-Вымском районе именно икону святого Николая использовали при поиске утонувшего человека. Икона Николая Чудотворца нашла утопленницу, икону положили на воду, на икону хлеб, икона стала кружиться на месте, там и нашли женщину. Лет 40 назад было. Помимо весеннего и осеннего Николиных дней, большое распространение у коми получил и связанный с пасхальным кругом день иконы Николая Великорецкого. 10-е воскресенье по Пасхе. В селе Нивширо Кировского района этот праздник приобрел характер рубежной даты, связанной с хозяйственным календарем, началом сенокоса. В связи с этим праздник обозначается как пьяный Никола, поскольку считалось, что праздновать нужно целую неделю. Греческий Микола. Господь сказал: до выхода на страдну, до седокоса праздновать. Третий Микола – это пьяный Микола. Греческий Микола, ну, как бы искажение языковое понятное, и вместо великорецкий зачастую именно в Нившире называли его греческим. Великореческий, греческий, вот греческий Микола ходит, не знаю, когда в этом году. До выхода на работу на сенокос Господь наказывал праздновать, гулять до страды. Неделю гуляют до сенокоса, сур, вино пьют, один день в Водове, потом в Тисте, потом в Ягвыве, раньше Тайвозане. Это был храмовый праздник во всех трех селениях – в Водове, в Ягвыве и в Тисте. На Сысоле этот день известен как праздник Великой Речки. После Троицы через 2 недели праздновали неделю. Вначале у церкви, потом второй день в следующей деревне, заканчивали в Бертами. Великой Речке говорили. Великая река, теперь уже не празднуют. Почитание того или иного святого достаточно часто воплощается в почитании конкретного образа, иконы. Во многих коми-традициях и по сегодняшний день сохраняется особое отношение к иконам, которые связаны с заселением территорий, с местными легендами и преданиями. Как правило, они хранятся и почитаются как родовые святыни. Так, например, в селе Оквот Усть-Вымского района особо почитаемая икона Богородицы хранилась не в церкви, а по очереди в доме у кого-либо из жителей. Пресвятая Богородица, большая икона была, крестным ходом носили в Усть-Вым, в церковь Михаила Архангела. Год держали у кого-нибудь в доме. У нас последний год была. И попа вынес ее в церковь, и как раз церковь закрыли, разобрали. Кому икону принесут, тому угощение хозяйка готовит, сур варит. Все с крестного хода заходят обедать туда. Потом икона в этом доме год и стояла, кто праздник делал. На следующий год в другом доме.
перед крестным ходом выносили в Ильинскую церковь, и оттуда шли в Михайловскую, в Усть-Вым. Михайловскую и Стефановскую церкви в Усть-Выме не ломали, и здесь церковь тоже еще работала до 1934 года. С такими особо почитаемыми иконами обычно связано появление часовен, часовенных приходов. По мнению авторитетных исследователей, именно часовенный приход являлся одной из древнейших форм общины, по крайней мере на русском севере, отражавшей ее первичное территориальное и социально-культурное единство, выражавшееся прежде всего в наличии общих сакральных ценностей. В качестве одного из ярких примеров особого отношения к почитаемым родовым иконам можно привести традицию села Нившера Короткировского района. В этом селе до сих пор сохраняется несколько таких икон, с каждой из которых связана своя особая история. Так, Харлампий, икона святого Харлампия. Как я уже сказала, 23 февраля День памяти. Эта икона связана с заселением деревни Севьюдор Нившерского сельсовета. Деревни это сейчас уже нет, она была ликвидирована в 1974 году. Бывшая хранительница этой иконы жила на момент нашего с ней общения, это начало 2000-х годов, в деревне Алексеевка, Мельнича Озым. По семейным рассказам, икону принес прадед ее мужа, Иван Титов. Они, 5 братьев Титовых, поселились среди леса, и медведи скотину губили. Потом хозяин сходил куда-то в дальнюю сторону и принес икону. Харлампий святой, от зверей, от всякой погибели. Замучили медведи до росомахи, скот губили. Тит Иваном звали, Иван Титов. Нарочно ходил Харлампия искать. Он скотину спасает. Бабушка рассказывала, речь идет о житии Харлампия, 25 саней дров сожгли и сжечь не могли Харлампия. Так над ним издевались. Это, видимо, не просто человек, а святой, раз не сгорел. Принес эту икону, потом звери перестали мучить. Харлампий от зверей помогает. Иван Титов и построил часовню для этой иконы, куда все стали приходить в Харлампии в день. Дочь Ивана, Жижева Федосия Григорьевна, тоже участвовавшая в строительстве часовни, после ее разрешения взяла икону к себе и привезла с собой при переезде в Алексеевку, куда и стали приходить в этот день. Один из их родственников хотел кому-то отдать икону, но в это время Федосии Григорьевне во сне явился Харлампий. Черный конь под окно пришел, кто-то привязал коня, зашел в дом и говорит: «За что меня из дома выгоняете?» После этого бабушка наказала: «Пока живу, икону не отдавайте». Икона по наследству досталась Александре Алексеевне Михайловой. Теперь женщины приходили к ней в День памяти святого 23 февраля и проводили домашний молебен. Накануне хозяйка приносила воду из реки, утром заносили икону в избу. В течение всего года икона хранилась в амбаре куме и выносилась только вот накануне Харлампиева дня, и потом туда же и относилась. Икону ставили на стол и 3 раза обмывали икону над посудой с прочтением молитвы соответствующей. Таким образом вода освящалась. Молитву, как оказалось, святой великомученицы Харлампии Александра Алексеевна записала от бабушки, которая была неграмотна и знала ее наизусть. Это несоответствие между иконой и молитвой исполнительница объясняет тем, что так было, и я менять ничего не буду, значит, так надо. Днем к иконе приходили все желающие, приносили дары, мясо, шерсть, деньги, выпечку и так далее. Молились, целовали ее и брали с собой святую воду. Этой водой освящали хлев и использовали при лечении скота. Подобный же обряд проводится и с другими иконами. Например, на следующий день, 24 февраля, в другом конце села приходит к иконе святого Власия. Вот здесь вот они тоже и Харлампий, и Власий. Поскольку другое село, то и другие жители приходили, с более близких домов, приходили к этой иконе, к Харлампию, Власию. Можно еще отметить, что в традиционном календаре, в том числе и у коми, Харлампий в день особо не отмечался. Но на уровне советских традиций достаточно любопытен тот факт,
что этот день, 23 февраля, День Советской Армии, всегда отмечался широко. На фоне общего официального праздника небольшим кругом женщин проводилось обрядовое действие с иконой, вполне вписывающееся во всеобщую праздничную атмосферу. Так, икона Вознесения. По преданию, эта икона принадлежала первопоселенцу деревни Алексеевка, местное название деревни Мельнича-Озом. Оба названия связаны именно с ним. Мельник Михаил и Алексей Михайлович. Часовни здесь не было. Алексей Михайлович, построивший мельницу, поставил рядом с ней крест. К этому кресту и выносили икону Вознесения в дни, когда совершались крестные обходы села. В годы коллективизации мельника раскулачили и выслали всю семью. Больше он не возвращался, а икону взяли соседи. Собственно, с иконой никаких текстов не связано, но статус иконы поддерживается рассказом, связанным с первым владельцем. Мельник, когда его выслали, обещал вернуться. Спустя какое-то время одной женщине приснился сон. Старики, мельник с женой поднимаются на лодке и говорят: «Мы домой возвращаемся навечно». Сон расшифровывается как известие о смерти на чужбине. Икона Николая. Икона Николая Чудотворца. Николины дни были храмовыми праздниками в деревнях Ягвыв и Одык. По преданию, икона явилась жителю деревни Ягвыв, Иго, Игнату. Икона явилась у ручья. На этом месте построили небольшую часовню, куда ходили в Николины дни. После закрытия часовни в советское время Игнат забрал икону к себе домой. Потом икона хранилась у других жителей Нившира. Сейчас построена часовня, икона хранится в ней. К этим сведениям, фиксировавшимся фольклористам в последние годы, имеются еще и данные из летописи Нивширской церкви XIX века. Такие летописи вели священники каждой церкви, в них указывались основные события года, денежные сборы, перечисления храма, сколько человек причащалось, сколько умерлось. Таких летописей по республике, к сожалению, сохранилось очень немного. И Нившире, конечно, ну и нам, исследователям, очень повезло. Это очень ценный материал для нас. И в летописи Нивширской церкви приводятся следующие предания об этой иконе. Часовня Николаю Мирликийскому чудотворцу и бессеребренникам Косьме и Дамиану первоначально была построена крестьянином Федором Подоровым в 1650 году на правом берегу реки Нивширы против устья реки Лымвы. Память избавления его от преследования киргизов в Сибири. Нынешняя построена при самой деревне в 1819 году. Вот такая вот интересная легенда с киргизами. В этом же селе есть и другие почитаемые таким же образом иконы. В соответствующие праздники местными жителями проводятся, жительницами проводятся молебны, приносят дары, поются молитвы. Я сейчас покажу фильм. Это в начале 2000-х годов. Режиссер этого фильма, наша выпускница филологического факультета, она тоже занималась фольклором, и вот она после окончания, я не помню, как называется этот канал, вот, может быть, кто-то этот фильм видел, но мне этот фильм нравится тем, что там все очень компактно. Значит, предание о Харлампии, показаны фрагменты молебна дома, показаны дары, и завершается фильм съемками, где этой водой освещается хлев, в котором только что родился теленок. Вот. Ну, давайте посмотрим. Преничаем тяжело давче Кришкина, не против плещившегося от Иоанна Лодак Йорданский. Комментировать не будет? Господи, благослови, Кагали здоровье, Мартали здоровье, Белобутокли здоровье, Ставнесли здоровье, Карлампей визавае, Кагаяси, Муза пидюля пикалампей,
Да, Мартален ве. Мартален. Kagamamlen. Да. Мартален de la Calam Feliz. Cagale. De la Pi. Мартален. Здоровье, как я здоровье. Да. Никак. Паче мега карызды. Мымаскан мел паче кайни. Alltså jag skiljer mellan djur mycket kare. Pugbe вартается. Харлампий-то от зверей и оберегает. Иван Титов, дед моего мужа, основал деревню Севьюдор в 20 километрах от Нившера. Он первый и заселился там, посреди дремучего леса, недалеко от речки Сывью. И лесные звери стали уничтожать скот. Медведей, а особенно росомаха, санка погоны. Зверь умнее и коварнее которого не отыщешь. На сенокосе бывало, повесишь мешок с провиантом на высоте в 2 метра, все равно достанет. Намучившись от такой напасти, дед и отправился куда-то и привез с собой Харлампия, который считается покровителем скота. И жить в Севьюдоре стало легче, звери уже меньше досаждали. Иван Титов же и построил потом часовню в Харлампию. Когда часовню закрыли, икону взяли к себе домой. После смерти деда икона перешла к его дочери, Федосии Григорьевне, а после ее смерти перешла ко мне. Когда мы собрались переезжать из Севьюдора сюда, в Алексеевку, в Мельниче-Озен, деревенские жители просили оставить Харлампия в Севьюдоре. В это самое время Федосии Григорьевне и явился во сне Харлампий. Привязал черного коня к ограде, зашел в избу и говорит: «За что меня из дома выгоняете?» Бабушка после этого и наказала всем: «Пока живы, икону никому не отдавайте». Вот Харлампий и переехал в Мельниче-Озен, а деревня Севьюдор вскоре опустела. И каждый год 23 февраля стали праздновать День Святого Харлампия уже здесь. Отмечали этот день всегда, даже в самые суровые годы советской власти. И никто никогда не вмешивался. Харлампий ничего плохого никому не делает. Накануне 23 февраля приношу с реки воду, освящаю ее. Все, кто приходит к иконе, берут эту святую воду, ее дают скоту, обрызгивают хлев, умываются ею, в колодец наливают, тоже освящают. К Харлампию обращаются за помощью, если случаются какие-то несчастья, связанные со скотом, обещая, в свою очередь, принести дары: мясо, шерсть, деньги, полотенца и одежду. Не пойдет.
Кришкина, ныне против крестившегося Иоанна Водак Иорданских. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Великая мученица святых Варвария, мой Христа Бога нашего, перед пятистом Твоим образом со слезами, упащим мужества существуем, Твоим очисти беззаконное, мой Господи, любое главный Бог прославит. Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле. Хлеб насущный дай нам мне, остави на долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. Не введи нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Святыми упокой, Христе души раб своей, еже есть болезни, печали, воздыхание, но жизнь бесконечная, надробное рыдание творошепе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я медлишь, мой бабушка медлит, видишь, как у нас. Мы на видео зараз. Ну, Господи, пришли, что каждый пришли. Ты двичка крутим. Вместе крутим мы. Как это накладет твою для одной где-то, бач, третий просто. Ош. Я не будем говорить, видим. Что? Гадя туда. Yine alınır. Kadına verdik kola. Sen yksin kola verdi. Benim oldu ve cidden o kadar. Tuonne ei kivet voi jonkun makaa olla tänä viistä telee. Hadi babuja. Te şafe dışarı petir
Всем закашка я только я виден. Прием закашка едет тут. Я тут надо. Ne видит алаже? Спанажете ляги. Вот та испана адлок присудит пана табека видит. Сегодня 23 февраля. Вот сейчас утром вы отметили День Святого Харлампия, как поклонились ему, молитвы прочитали. А еще сегодня один праздник, вы знаете какой? Не знаю, я тоже не знаю. Не знаю. День Красной Армии, военно-морского флота. А его вы отмечать будете? Будем, конечно. Когда? А сегодня же? И что будете делать? Что будем делать? Кушать, да, чай пить, да. Вина не будем пить. Вина возьмем, да стопку выпьем. Да. А, я и забыла это Муж красное. поздравляем. То есть утром вы поздравляете Харлампия, а вечером мужчин, да? Да, конечно. Днем. Муж навіть сейчас работает. А вечером будет. Сейчас выходные не делают. Топку выпьем вместе. А какой праздник для вас важнее? Вот День Харлампия или День армии? Оба. Оба хорошо. Это надо праздновать. День Красной Армии надо праздновать, чтобы все мирно жили, все хорошо, чтобы войны не было. Чечню надо убрать. Как убираешь? О, это всех молодых там сегодня еще увозили, уже и корона. все умирали. Сегодня похорону. Вот, каждый день похорона из Они все Чечни. похоронили. Вот сюда. Это Петрограда, Петербурга, одного. Ага, Собчака. Да, Копчака. Собчака завтра на. Нет, нет. Я думаю, Чечня уже. Да. До свидания. Счастливого пути. Tule mahtuva, tule. Господи благослови. Шой, Турунте, шой. Шой, Турунте. Покага мы сидишь, плохо. Уластывай. На, китай лошадь этот один. Китай лошадь этот один, китай лошадь. Моим не отстаете, знаешь, что там. Господи, да благослови. Дуршей гастелёй. Блин, китайчкер, итадин. Господи, да благослови. Твоим не отстаете, знаешь, что там. Господи, благослови. Господи, щетче земля такая. Мышки чуром-то, мышки. Вот, jeszcze. Син ясты чурт. Вот. Вот то сейчас, Юля, так чушки сейчас, мадам. Вот. Тентулор. Эльмон. Киталыш ликага. Волим ясса и сына еще там. Господи, благослови. Тиндага мышки. Син ясты. Господь мати здоров'я, син ясты. Господи, благослови. Мышки синта. Вот, jeszcze. Вот. На. Це не мені, ма? Тут буде зараз, не кава. Тулема. Tule kaapaan. Tule. Tule taas meni ja lähtee.
Git ayakında minmişti. Ay sarana kola bir dedin. Ne bu toyasın? Şöyle mahsus. Şöyle sağ. Şöyle tamam. Önümüzdeki sene boşa yemek yapsınında. Mало доится. Если много не знаю, расскажи, о, там, один. Здесь. А вот это что-то, а? Та нарочно Иисус Яланда, я? Сегодня в этом доме произошло маленькое чудо. Корова Марта родила бычка, которого в честь праздника назвали Харлампием. Из общинных праздников Коми несомненный интерес представляют коллективные обычаи канунов. В восточнославянской лексике слово «канун» имело ряд значений, относящихся к погребально-поминальному комплексу и праздничному кругу. В календарной обрядности Коми само слово «канун» связано прежде всего с особым обрядовым напитком, который изготовлялся в определенные летние даты. Для его изготовления выбирали самые лучшие специалисты. Предварительно они собирали по домам необходимые продукты. Варить или пить его могли у церкви с участием священнослужителей. Напиток этот был не хмельной и четко противопоставлялся хмельному пиву. Изготовляли его с избытком для всей общины, например, 5-6 больших чанов на село. Кроме того, пили его всем миром, не только взрослые, но и дети, и молодежь. Дополнительную значимость этому напитку придает и его соотнесенность в некоторых традициях с мифологическими представлениями. Так, в селе Воман Картперовского района записан мифологический рассказ о знахаре, варившем канун. Роч Митрий варил канун на берегу. Канун варили на берегу у пристани. А на лодке спускался кто-то, тоже знающий, который увидел его и сказал: «Сусло, стой». Сусло перестало течь, тогда Роч Митрий сказал: «Если сусло стоит, то и лодка стоит». И лодка остановилась на месте. Этот сюжет достаточно известен по всему европейскому северу, но вот подобная календарная приуроченность с кануном встречается не часто, я бы сказала, редко. В селе Нёбдино этот же рассказ о приготовлении кануна связывается с известным Тедыщ, знающим человеком Панти Микул.
Причем подчеркивается, что на реке напротив церкви самое быстрое течение, и знахарь словом остановил двухвесельную лодку. Значение канун как день, предшествующий празднику, самими информаторами, как правило, не отмечается. Имеются лишь единичные сведения. Вот, например, такая соотнесенность с кануном праздника выявляется в предании, записанном в селе Вашкуре Перовского района. Канун был в Покров день. Ну, накануне Покрова дня имеется в виду. 3 брата пошли сенокосное угодье делать. 3 брата. И наступил вечер, на Покров день. Не пойдем еще домой, запас еды еще есть, поработаем. И вечером они костер зажгут, сядут, и придет к ним большая медведица. Встала на дыбы и прямо в костер бросается. И они испугались, собрали котомки и вернулись домой. Показалось, что медведица это не медведица была, а Богородица праздник показалась. И тогда они и сказали: не будем Покров работать никогда, а будем делать канун. Обещались. Варили канун из собственной муки, и вся волость приходила пить. Варили в чанах, пенистое пиво. Кто там пьет, кто в туисе с собой берет. Я с матерью ходила, 2 больших чана стоят, а грязно чаны в грязи утонули почти. А позже жена Епимитрия Матрена, потом она уже с мешком ходила, собирала, кто сколько муки положит, своей не хватало. А потом уже и плохая жизнь стала после войны. Да, войну уже и не варили. Изготовление кануна как особого ритуального напитка представляло собой достаточно устойчивый способ единения всего коллектива и общения с миром сакрального. Поэтому канун мог включаться в празднование наиболее значимого для конкретной локальных традиций события. Заветный праздник, день освящения скоты, молебна по случаю стихийного бедствия и так далее. Так в селе Турия Книжпогодского района в разные годы канун варили в Николин день, когда совершали молебен по скоту, в Ильин день или в пятницу по Роскеву, 9-ю пятницу по Пасхе, когда проводился крестный ход с перенесением иконы. Для Верхней Вычегды характерна соотнесенность канунов с молебнами на полях и пастбищах, направленными на благополучие скота и будущий урожай. Так, обходы территорий. Тоже значимое в системе календарной обрядности, ну, как скажем, обряд, да? В системе летних календарных ритуалов обхода территории с участием священников занимали центральное место. Они могли приурачиваться к общим праздникам летнего-осеннего периода, сохраняя при этом свою основную направленность на ежегодное освещение, обновление культурного пространства села. Значимость этого ритуала подчеркивается использованием максимального спектра сакральной символики. Соборность, всеобщее участие, использование икон, колокольного звона, движение с пением молитв, молебной у обетных и памятных крестов и часовен, завершение обхода общей трапезой и питьем ритуального напитка. Поэтому достаточно часто в названиях этого дня фиксируется какой-либо элемент. Пескетина Кытшуфтанлун, день обхода пастбищ, Джин Янлун, колокольный день, канун Боштанлун, день кануна. Проходили эти обходы по достаточно устойчивому сценарию. Например, вот как описывают этот день в селе Нёбдино. Под каждым окном кресты были. Летом был Кириллов день, 22 июня, большой праздник. Брали большой колокол, вешали на жердину. Здесь у последнего дома останавливались, пели. Потом поднимались к мельнице, к Евсею, пели. Потом вдоль речки Небью шли, пели до кладбища. Кладбище на берегу было, шли, пели, в колокол били жертв на плечах. Колокол впереди, попы и люди сзади. Христос воскресе поют. Ходили возле крестов, останавливались. Хозяин содержит крест. Он туда выносил еду, чай. Иконы и колокол брали из церкви. Попы, помощников много. Здесь 3 колокола тоже было в часовне, но их не трогали, брали с церкви. Джин Янлун, колокольный день. Это Кириллов летом. На кладбище тоже останавливались, пели, столы стояли на кладбище. Старое кладбище на этой стороне ручья, а новое на той стороне. На старом кладбище останавливались, поют. Потом иконы, колокол относят в церковь. Вот, собственно, пример, где вся территория, культурная территория села обходилась и кладбище, и поля, и местные кресты, и вот, в общем-то, с таким размахом, с колокольным звоном.
На больших селах, как правило, совершалось два крестных обхода. Отдельно освещались поля и пастбища в нижнем и верхнем концах села. Всемирный характер этого действия подчеркивается в определениях информаторов. Вот, например, землю обходит, Господь Бог благословляет землю. Освещение обходит землю. Освещение полей было связано с будущим урожаем. Молебен пели хлебу. У кого хлеб посеян, молебен пели на полях. Кресты стояли. Если крест близко от волости, туда и столы выносили. Если далеко, то так молебствовали. Эта же направленность на будущее благополучие прослеживается в установке на пост. Натощак идут, не евшие из церкви выйдут и обходят. Не надо есть почему-то. Натощак и обойдут. Потом пойдут канун пить. В устраиваемых молебнах у крестов важное место занимали молитвы покровителям домашних животных. Молебен пели скоту, обращались к Егорию, чтобы коровы хорошо жили, святому Модесту, Харлампию, Власию. Потом исполнялся молебен во здравие самих хозяев, содержателей и становщиков креста. Священник окроплял их святой водой, все целовали крест. Крестный обход связывался не только с обновлением окружающего мира, но и с определенной пространственной перекодировкой, переходом на новое летнее пространство. Несколько примеров перед вами. Коров тогда уже запирают к Петрову дню, скотина уже выпущена весной. На второй день после Петрова дня и обходят, на год освещают, Бога гор кежла вежеданы. Скотина-то гуляет на паскотине, нигде не загорожено, боги огораживают, обойдут паскотины, и как изгородь будет. Такой пространственный характер могли приобретать обряды, связанные с освящением скота. Петров день за реку попа перевозили, он с иконами совсем на лодке. Там коровы были, их коровник запрут, когда поп придет, туда принесут можжевельник, костер положат, а поп там стоит. И коров пропускали через дым, а поп водой брызгал, освещая так. На лето коров на тот берег перевозили, на следующий год опять осветят. Когда воду переходили через реку-то, поп крестом воду крестил. Крест концом в воду окунет, икона была на палке. Петров день староста да сторож ходит по домам, собирают то рожь, дают то муку, затем это все хозяйке дадут какой-нибудь, она и брагу сделает. Затем брагу в церкви принесут, всем наливают, кто ковшом, кто тарелкой. Народу много было, наберут и поют те, кто там есть. Судя по приуроченности обхода, в прошлом все они имели обетный характер и были связаны с каким-то конкретным событием, о котором сами носители традиции уже не помнят. В селе Усть-Кулом обход территории с молебнами у памятных крестов был установлен в связи с падежом скота, случившимся в начале XIX века. По преданию, только после совершения освящения окрестностей в Сретении Владимирской иконы Божией Матери удалось избавиться от бедствия, после чего крестный ход в этот день стал традицией. В селе Вашкуре Кировского района обход совершался Пантелеймона в день. Часовня Пантелеймона была поставлена по обеду от эпидемии тифа в конце XIX века. Связь с обетными событиями проявляется и в соотнесенности обходов с жертвоприношением и с участием в обходе по обету. Иконы из церкви брали. Кто-то обещается от болезни или от чего с иконы обойти. Кто обещается, тот и икону несет. В некоторых традициях все рассматриваемые ритуальные элементы соединялись в единый обрядовый комплекс. В Прокопии обходили с иконами. В Прокопии обходили с иконами Паскотины, поля, большие иконы от церкви брали и обходили. С утра в церкви споют и обходят. Один день праздновали, не храмлум. Где-то кресты были, останавливались, молились. Крестьяне некоторые, скот заболеет или что ли, обещаются в этот день. Теленка или корову забьют и утром рано варят у ручья там. Потом с обхода вернутся и мясо раздавали. Вокруг церкви была ограда железная. Вокруг решетки народ вставал снаружи, и через решетку ограды подавали мясо, чтоб скот не болел дальше. У кого-то скот болеет, корова утонет или медведь съест, и обещались. Только на здоровье скота. Обходили недалеко, не ели нигде. Из церкви выходят и к церкви вернутся. Недолго ходят, несколько крестов стояло. Мясо едят, потом где сур варят, идут туда мужики. Канун варили, туда, где договорятся варить, поставят стол, вокруг лавицы, на стол выносят сур. Ковшом разливают.
Рассмотренные выше календарно-обрядовые комплексы, такие как обход территории, общинная трапеза, обеты, жертвоприношения и так далее, были характерны для всех локальных традиций. Примеров каждому из этих вот элементов можно привести достаточно много и по каждому населенному пункту. Однако при всей универсальности совершаемых обрядов их главное отличие заключалось в той проекции на пространство конкретного села и определяла вот так называемую сакральную топографию. И, собственно, и эта проекция создавала вот ту самобытность и неповторимость жизни каждого села. Для чего я вам все это так долго рассказывала? Вроде как вы практики, да, и как-то вот, может быть, чисто как какого-то применения вам эти знания не дадут. Но вот что бы мне хотелось, почему это было сказано не одном предложении, а вот уже больше часа мы говорим на эту тему. Вы организаторы практики, организаторы мероприятий, и в первую очередь общепоселковых, да, которые направлены на развлечения, на увеселение и так далее. И вот очень бы хотелось, что при написании сценариев, при организации этих праздников вы учитывали вот этот мировоззренческий православный пласт культуры, который сохраняется и сейчас, и чтобы ваши мероприятия как-то вот не шли вразрез вот с этой традицией. Вот. У нас, я так понимаю, что будет цикл, насколько мне объяснили, цикл лекций, и я уже так подробно об этом рассказывать не буду, но тем не менее все равно без этого никуда, так или иначе мы будем к этой теме возвращаться. А сейчас мы приступим, собственно, сегодня мы только начнем, приступим собственно, календарной обрядности, к большим праздникам, таким праздникам. Сегодня мы успеем, наверное, только поговорить о рождественских праздниках и, может быть, о Масленице. Праздники. Угу. В ночь на Рождество Христово отмечался рождественский сочельник, который завершал рождественский пост и открывал почти двухнедельное до крещения празднество – святки, святые вечера. Главным и необходимым блюдом было приготовление кутьи, это особая поминальная каша, которая готовилась из пшена или ячменя. У коми святочный период имеет свои варианты названий. Вежа, вежа-дырья, вежа-пера, светью от русского обозначение святок светье. В одном из описаний, сделанном в селе Читаево, Прилузский район, объясняют такое название тем, что в Рождество под снегом цвела озимая рожь. Аналогичным образом на Верхней Вычегде время от введения до крещения называлось нянь-вежа, хлебные святки. В некоторых коми-традициях представления о святочном времени отличаются по срокам. Так, начало святок могло быть связано с Днем Святого Модеста 31 ноября, с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, с заговением Рождественского поста 28 ноября, то есть в период Вежи святое время включался и весь рождественский пост. Кроме того, существовало и внутреннее разделение этого периода. До Рождества Джоля Вежа, малые святки, от Рождества до крещения Иджид Вежа, большие святки, или Прамой Вежа, настоящие святки. Рытья Вежа, святые вечера, от Рождества до Васильева дня. Молодежные гадания в этот период были приурочены к вечернему и ночному времени. И Асья Вежа, святые утра, от Васильева дня до крещения. С этим временем связаны уже утренние гадания. Праздничные дни святок, главным образом их кануны имели другие названия. Васильев день
Порчкок Юр Вилли Данлун, день обгладывания свиных костей. Канун Васильева дня 13 января Порчкок Крыт, вечер свиных ног. Такое название Васильев день получил потому, что к этому дню обязательно варили свиные ноги и головы. Отметим, что по старому стилю Васильев день попадал на начало Нового года, и чтобы обеспечить благополучие всему наступающему году, ему следовало устроить богатую изобильную встречу. Вечер Васильева дня в Прилузском районе назывался Выль-Лун-Рыб, вечер Нового дня. Канун Крещения 18 января в селе Прокопьевка Прилузского района назывался Сечин-Рыб. Хозяйки обязательно пекли сочни, замешивали тесто с приговором «Кутя кока сечин борда». Кутя с ногами, а сочни с крыльями. Время святок также было связано с представлениями об активизации нечистой силы и появлением особых святочных духов. В разных районах они имеют свое название. Вежа Пулек, Ши Пулек, Кутя, Кутя Войса, Кутюр, Шора, Яскуль, Ширигульчияс и так далее. Они по традиционным представлениям, они выходят из рек, из водоемов, туда же они могут тащить свою жертву. В прорубь же уходили или изгоняли святые духи в крещение. Со святочными духами была связана целая система запретов. Нельзя прясть, делать громкую работу, колоть дрова, стирать, выходить вечерами на улицу и так далее. До Рождества нужно было обязательно убрать везде всю пыль, чтобы кутя-войсы не завелись. В святке нельзя стричь ногти, а то кули утащит, надо заранее постричь. После, детей стращали, не матюгайтесь, Кутя пристанет к вам. Так, вот последний пример, да? И пример, когда информатор вспоминает рассказ матери, которую чуть не утащили Ширигульчиес во время гадания на дороге. Вот. Ну и вот в этом же репортаже вот о том, что нужно убрать всякую нечистоту домашнюю, и в том числе и телесную перед Рождеством, вот подтверждение. Если завшивели, вшивых Ширигульчи утащит, они в воде живут. В святке нельзя было прясть. При нарушении людьми запрета веретено становилось предметом наказания. Придешь и веретено роняешь об пол. Говорили: Кутя двери откроют, подбросят железное веретено. На, приди. Вечером после 8 где-то бросали кому-то, если веретеном шумишь. В селе Нивширо Картировского района представления о святочном духе запечатлены в приговорке. Кутюр-кутюр, веретено потерялось, кутюр-кутюр, прялка у вас потерялась, кутюр-кутюр, нить потерялась. Все, говорит, кутюр закрутил, как кошачьи кишки, и унес в прорубь. Приговорка могла использоваться в качестве объяснения детям, что такое кутюр. Дети спрашивали, что такое кутюр, и вот им объясняли этой приговоркой. Непременный атрибут встречи Рождества – это, конечно, славление праздника. В рождественском обходе домов принимали участие как молодежь, так и дети, представляя собой самостоятельные группы. Парни и девушки, дети, взрослые. Славить обычно ходили со звездой, украшенной ленточками, блестящими бумажками. Звезда такая большая, конфетные обертки наклеены, в середине свечка горит. С этой звездой дети ходят, утром ходят. Рождество славили со звездой. Деревянный круг от сита на палку закрепят. Внутрь как огонь зажигают и на палке вращают и поют. Круг блестящей бумагой покроют, лучи из бумаги делают вокруг. Еще не всех брали. Выбирали, кто умеет петь. В селе Кирчоме Усть-Куломского района нужно было обязательно зайти в 3 дома. В одном из описаний отмечается христианская сущность обряда, который противопоставляется игрищам. В Рождество славили. Христос, говорят, выходит славить, а дьявол игрище играть. Наши матери говорили: на игрище собираешься. Заходя в дом, молодежь или дети исполняли, как правило, рождественский тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш», и другие праздничные песнопения, прославляли таким образом Рождество Христово. Прежде чем зайти в дом, у хозяев спрашивали разрешения.
Вот приведем типичный пример описания этого обряда, записанный на Вашке в селе Пучкомо, Ударский район. Раньше дети славили, придут, спросят: хозяин, хозяюшка, можно ли Христа пославить? Можно, так споем, дают тушанку, кто что, соберемся, девочки, 3-4. Потом мы обменяем, продадим и купим калачи, всяко было. Потом чаевничаем с калачами, себе оставим немного пирогов, шаник в Рождество утром. Славить можно хоть все святки до крещения, хоть когда зайди и славь. А русские приезжали на лошадях. Вежелун, крещение уже прошло, а все идут, славят. У нас близко было, так приезжали славить мужчины, женщины, также и пели. После тропаря, как правило, исполнялась приговорка, содержащая в себе требования угощения. Парочка примеров. Здравствуйте, хозяин, хозяин, хозяюшка, с праздником, шаньга мазальный, пирог чеферный, яй чугун чугуны, деньга печатный, слава вышнему Богу. Или тетушки-матушки, целюм подавай, не щипай, не ломай, масло козульки, сало чечульки, говядины кусочки, денег кошелек, 5 копеек. Здравствуйте, хозяин, хозяюшка. В Усть-Вымском, Ижемском и русском Усть-Илимском районах во время праздничных обходов, помимо рождественских церковных песнопений, молодежь исполняла виноградие. Так, и вот звук, который нужно выключить. Только я сейчас скажу, ладно? Хорошо. Так, прошу прощения. Сейчас послушаем вариант виноградия, который был записан в 60-м году Анатолием Константиновичем Микушевым в Усть-Вымском районе. Или Чисталевым, запуталась я. Или Прометеем Ивановичем Чисталевым, не вспомню сейчас. Наверное, в этом. Я единственное, что прошу прощения, там в начале немножко проскальзывает пленка и ускоряется звук, но не так долго. Там быстро проскакивает. Ну и редкий случай мужского исполнения, поэтому вот я остановилась именно на этом варианте. Ну, попробуем послушать. Ага. Следующий. А текста есть? Текст, да. Ага, сейчас скажу вслух. Так, значит, ну вот посмотрели там в расшифровке, значит, это запись Прометея Ионыча Чисталева, сделанная в 1964 году.
Вот, ну, значит, и еще хочу продемонстрировать еще одну колядную песню, которая была записана тоже Прометеем Ионычем в 60-м году в селе Серегово. Это русское село, как вы знаете, у нас Лишпогусского района. В Удорском районе по реке Ивашке до недавнего времени широко бытовал обряд, связанный с окончанием поста и приходом Рождества. Считалось, что вечером накануне Рождества Бог спускается с неба, и чтобы это произошло, дети на своем поле или огороде делали лесенки из навоза или поленьев. Мать рассказывала, что в какой-то день Бог спускается с неба, спускается, и нужно лестницу сделать. Из поленьев сложим, как ступеньки, наверное, в Рождество, и еще делали из навоза. И вот глыбами наставят, чтобы Бог сошел. Надо сделать лестницу, из 3 поленьев делали. Маленькая, потом побольше, еще побольше. Получается лесенка. И вот говорили, надо это обязательно сделать, и сделать на земле, на грядке или на пашне, где сажают хлеб. А навоз также заморозят кучами, маленькая, побольше, еще побольше. И так ступеньки получаются. Друг на друга складывают, и получаются как ступеньки. А в праздник заставляли детей это делать. Не взрослый, а ребенок делал. Я помню, мне велели делать. И говорят, вот ступеньки сделала, и Бог сейчас спустится и придет. А мы, дети, даже ждем, когда же Йен спустится. Я сама делала, наверное, под Рождество. Раньше праздники-то эти не праздновали, под запретом были. А мне приказывали, что именно сегодня надо сделать эти ступеньки из дров и из навоза. В своем дворе поленья ставят разной длины, и из навоза-то тоже. Может, лет 7 мне было, и ждем Бога, и говорят, ты не увидишь, ступеньки сделала, и Бог спустится. Ну, и еще один. Янсот из навоза к Рождеству делали, чтобы Бог спустился, что принес непостный день. В детстве делали. Днем не успеешь, так уже в темноте делали обязательно. Так. Рождество в народном календаре христиан насыщено мотивами чудес, так или иначе отсылающих к основному христианскому событию – чуду рождения Спасителя. С темой этого чуда связаны и многочисленные действия и атрибуты, воспроизводящие сам момент его рождения – вертеп, хлеб, хлев,
ясли с домашними животными, в котором, согласно новозаветному сюжету, родился Спаситель. Одним из таких связанных с сюжетом Рождества Христова детских рождественских развлечений была игра с фигурками домашних животных, которых либо выпекали, либо лепили из ржаной муки, замешанной на воде, а затем сушили на печке или в печи. Назывались эти фигурки чиби, жеребенок. Так же, как и севернорусские козули, они символизировали всех животных, стоящих вокруг младенца в рождественских яслях. У Коми эта традиция существовала на Сысоле. Чибы делали накануне Рождества, и с Рождества до Крещения дети играли ими. Затем либо съедали, либо они просто крошились. Материалом, записанным в конце 90-х годов в селе Куратово, к фигуркам животных родители делали специальные игрушечные сани с брую. Не очень удачная фотография, но если это как раз сделана Кура-дочь, по воспоминаниям исполнительницы в детстве ее отцом, ну вот я не знаю, сколько видно вам, мне что-то вот совсем как-то темно. Ну тут вот прямо она вся в детальках, тут и дощечка вон выходит, куда там запятник встает, и в общем во всех подробностях. Но если кому-то интересно, у нас есть хорошая видеозапись с этой игрушечной Кура-дочь, которую мы там крутим, везде поворачиваем, и можно будет вот что-то, может быть, подобное сделать самим. В момент игры взрослые могли что-то приговаривать или петь рождественский тропарь. Несколько выпеченных фигурок относили в амбар, ставили в зерно. По некоторым описаниям делали тех животных, которые были в хозяйстве, а количество их соответствовало числу детей в доме. По традиционным представлениям, многодетность семьи является одним из показателей благополучия, богатства дома и хозяйства. Чиби делали матери, сделают ржаной муки погуще, коровок сделают, барашков с рожками и всем, что умеют, то и сделают. И дети играют, потом в амбар отнесут, сусеки поставят. Они же на ножках внутри деревянной палочки и стоят, поставят зерно, пусть стоят, не знаю зачем. А дети играют, надоест, потом и съедают. А несколько фигурок сразу вынесут в амбар. А остальными дети играют. Делали и сани, играли и на столе, и на полу. Из черной муки сделают комок. Потом наделают из него лошадок, коровок, у кого какая животина дома есть. Такую и наделают. Овечку, поросенка, теленка. Потом на полочке насадят. Ну, и вот как раз воспоминания этой исполнительницы, нашего информатора, у которой мы записывали эти игрушечные курадоди. Отец мне сделал легкие сани, все фигурки мать вечером составит в печь, утром вытащит на стол, разложит утром. Отец мне лошадку большую делал, в кошелку запряжем и давай на столе играть. Играли фигурками, потом и съедали сами. Лошадки из бруя сделано, все, что нужно. Рождество 7-го, а чибиса сделают 6-го вечером, за ночь в печи высохнет. На стол разложат, дети играют, до крещения играли, потом съедали. Старые люди что-то приговаривали, когда дети играли фигурками. Наша мать пела «Рождество Твое, Христе Боже наш». Что-то такое пела, когда играли. Приготовление этих фигурок создает определенную атмосферу, связанную с почитанием праздника, и одновременно является одним из способов вовлечения, приобщения детей к знаниям евангельской истории и истории, соответственно, праздника. Так, гадания. Гадания очень многочисленные и обязательная часть рождественских праздников. Самым верным временем для этого считались сочельники, канун Рождества, Васильева дня, крещения. Гадали на раздорожье, замораживали ложки. С кануном Васильева дня связано большинство ночных гаданий. Вечером в катку с водой, размешав воду, оставляли деревянные ложки, а утром смотрели, в какую сторону ложка показывает. Если ручкой к двери, то умрешь. Сеяли на снег пепел через сито, кто оставит след.
На новый платок сеяли рожь, ячмень или другое зерно, заворачивали платок и клали под подушку, кто во сне придет жать. На ночь клали под мышку мякоть хлеба, жених должен был прийти во сне съесть. В полночь слушались на перекрестках, смотрели в кольцо, считали потолок, вдовец или жених, гадали с блюдцами. Вот, ну и так далее. Всех гаданий не перечислить, и, конечно, очень много. Еще одна приуроченная к Рождеству, еще один приуроченный комплекс к Рождеству – это молодежное ритуальное бесчинство. У коми они назывались кишуйчем, кимистичем, надуричем, нашутичем, вежащем. Святочное молодежное хулиганство символизировало появление вот как раз святочных духов. И хулиганство это могло продолжаться все святки. Накануне Рождества ночью ходили стучаться в двери. Привязывали нитку к дверному кольцу и издалека, спрятавшись, дергали за нить. На Вашке, Надур или Чудичем делали один вечер накануне Васильева дня. Ночью стучали в дверь, нитку привязывали. Хозяин выходит, никого нет. Надоедает, пока хозяин не догадается. Потом он что-то вынесет, или шаньгу, или кусок хлеба, или еще что-нибудь. И потом они, молодежь, отстают от него, добрый хозяин. А если злой, то они могут еще что-нибудь сделать. Сани приставят к дверям или дверь припрут. Например, ягель тюками приносили раньше для скота. Этими тюками заложат дверь и выйти не смогут утром. А от добрых уходят. Кольцо на дверях туда привязывали нить или тонкую веревку, и кольцо гремит. Хозяин выйдет, никого нет, только зайдет опять, и хозяин догадается, что-то вынесет. Или, может, мотягнется, если злой. Не всем стучали. Знаете, кто какой? Женихам и невестам стучали, дрова сложены. Если я невеста в селе, то обязательно дрова развалит. Развалит, когда уже все спят и все тихо. Ряженые. Как правило, при обозначении ряженых использовалась та же терминология, что и при определении святочных духов. Традиционно парни рядились в женщин, девушки в мужчин, закрывали лицо марлей или мазали сажей. Из зооморфных персонажей у коми были распространены лошадь, бык, журавль, медведь. Тоже несколько воспоминаний. В Рождество ездили ряжеными, запрягали красивые сани, как шеф-кадот. Нарядятся 5-6 человек с гармонией, ездили из Обьячева в Черныш или в Читаево. В масках едут, чтобы не узнали, приедут, в санях разденутся, караульщика оставят, чтобы одежду не унесли, зайдут в дом, пляшут вдоволь, кого узнают, те маски поднимают. Они узнают, кого хватаются, сорвать пытаются маску, чтобы узнать. Такая мода была. Те же пуля ряженые оденутся некрасиво, вывернут малицы, веревкой подвяжутся, из дома в дом ходят, мальчики рады, нас не узнали, мы плясали, шаник надавали. Маска яс. Рядилась молодежь 15-18 лет. Также накануне Васильева дня ходили по домам и просили сахар, молоко и так далее. Рядились с коня, брали прялку между ног, накрывали пологом. В селе Нившера Каркирусского района рядились также в петуха и ситную голову, пожьюр. Петухами заходили по 2-3 человека, накрывались тулупом, просовывали в рукав тулупа кочергу, которые клевали присутствующих на игрище. Пожьюр, ситная голова, представлял собой антропоморфный персонаж. Один человек держал над головой коромысло, на которое был надет тулуп вот таким вот образом. Вместе с коромыслом он держал сито, то есть, ну, вот коромысло, посерединке сито, на которое надевали платок, и ряженый находился под тулупом. То есть вот так вот он держал, здесь вот руки в тулупе, и самого человека не видно, потому что он этим тулупом накрыт. Коромысло было как бы руками, а сито головой. Основная его задача – напугать, и сами информаторы сравнивают его с лешим. Молодежь. Следующее занятие мы с вами начнем с молодежных игрищ, потому что их не хочется быстро и наскоком, хочется на них остановиться подробнее с показами и видеопоказами, и с аудио какими-то демонстрациями. Вот. И очень буду рада каким-то вопросам и пожеланиям. Уважаемые слушатели, мы ждем
ваших вопросов. Да, у нас осталось как раз минут 5, чтобы мы с вами могли поговорить, пообщаться. Мгм. Первый вопрос у нас. Не расслышала. Кто одаривал на ударе со словами... Не очень хорошо отсюда видно. Не расслышала, кого одаривали на ударе со словами «Милостивый Микола дал». Пожилых людей. Ну, пожилых людей, тому что-то победнее жил. Ну, как бы вот такой акт благотворительности. Ну, да? Мгм. Хорошо, пока мы ждем ваши вопросы, немножко по организационным моментам. У нас с вами будет сейчас обеденный перерыв. Ага, и мы будем встречаться в 2 часа. У нас следующий вопрос пошел. Мгм. Записи в доступе и слайды. Лариса Александровна, вот интересно, это вот вы где живете? Зеленец, да? Но я думаю, вы часто бываете в Сыктывкаре, и вы можете найти меня, созвониться, главное, предварительно. Я вам, ну, или списаться со мной, что именно вам нужно. Мгм. Так, хочу Они отметить... в интернет, мы в интернет стараемся не выкладывать, потому что их нужно первоначально обработать, почистить, поработать со звуком, и только уже в таком виде выкладывать в интернет. Но у нас сейчас пока нет такой возможности. А так вот, если вам нужно, то что-то конкретное приходите, что вас заинтересовало, я вам продублирую. Ну, так в целом запись вебинара у нас ведется. Первую часть теоретическую, вторую практическую мы все записываем. И впоследствии, это, скорее всего, в течение 2 недель всем участникам мы отправим видеозапись на вашу электронную почту. Мгм. Так, есть ли у нас еще вопросы? Мгм. Мгм. Так, есть... Ну, могу скинуть на я, в принципе, так и делаю, насколько работаю. Можно на электронную почту. Я не знаю, мы тогда через у организаторов есть моя электронка, и, пожалуйста, обращайтесь. Уважаемые коллеги, поделитесь версиями, для чего застилали соломой чистый пол перед праздником в избе. От этого очень зависит пластика основных ходов. Ну, видите, дело в том, что, ну, чисто такое утилитарное назначение. Во-первых, это, как вот показывали на примерах, во-первых, это вот обозначение праздника, и чистые полы же ведь не крашеные были. Их сначала скоблили. Во-первых, чтобы они не пачкались потом, меньше пачкались. Во-вторых, конечно, это запах свежести, какие яркие детские воспоминания и определенная, соответственно, атмосфера в праздничной избе. Ну, а вот с чем связано происхождение, тут, конечно, можно отдельно останавливаться, есть разные варианты по этому поводу. Ну, вот один из таких вариантов, что вот, собственно, тоже одна из таких версий, что тоже эта традиция идет от отмечания Рождества, и что это, что здесь сено было как тоже вот создание этой атмосферы рождения Христа, ясли, скотина там и так далее. Ну вот одна из версий. Так а что мешает, видимо? Я так понимаю, что вам мешает. Негде, кажется, где танцующие можно и не стелить сено. Ну, это в том плане, скорее всего, просто у нас зависело, как исполнялся сам шаг, само исполнение. То есть, как я, насколько понимаю, от этого. Ну, не знаю, что-то вот таких проблем не было, ни разу не встречала в описании. Сено всегда только радость. Ну, может быть, там, если игрища устраивали, так, наверное же, может, это сено сметали там в сторонку куда-то.
Мгм. Так, хорошо. Ага, ну, видимо, у нас больше вопросов нет. Большое спасибо, Галина Сергеевна, за вашу интересную, полезную лекцию. Мы с Галиной Сергеевной встретимся, я надеюсь, еще не раз. Большое спасибо вам, слушатели. У нас сейчас обеденный с вами перерыв. Встречаемся мы с вами в 2 часа, и нас ждет уже практическая часть. С нами будут работать Попова Мария Александровна, руководитель народного фольклорного ансамбля «Сиперстас», Дом культуры села Невшера, и Носова Анна Васильевна, хореограф, заслуженный работник культуры Республики Коми. Ну и также вас ждет презентация сборника по костюмам от нашего работника Поляковой Кристины Дмитриевны. Встречаемся с вами в 2 часа. Приятного аппетита всем. До свидания.